Итак, всем привет. Меня зовут Джулстан. Я тимлид менеджер, разработчик, еще и художник э, команды Man Studio. Ну, пока название студии такое. Заглушечное, так сказать, мы занимаемся разработкой игры под названием Харкулюге. Снежная тень. Мы создаем уникальный опыт, в котором вам предстоит выживать в изменившемся городе э, после таяния вечной мерзлоты, который освобождает ранее невиданный вирус, который изменяет людей и животных. И это будет полноценный опыт выживания в знакомых вам местах в городе Якутске. Да и вообще в целом тут будут использованы такие дома, которые довольно-таки сильно распространены. Сейчас я вам покажу вообще то, чем я занимаюсь непосредственно как тимлид, как менеджер. Потом я покажу вам, в каком состоянии сейчас находится наша игра. И давайте начнем. Итак, думаю, стоит начать с того, что я как геймдизайнер занимаюсь также еще и документацией. Именно вот проект «Снежная тень». На данный момент у нас геймдизайн документ не сильно большой, но он не может быть и большим, потому что у нас сроки создания игры это довольно сильно сжатые. Но я надеюсь, ближе к концу хакатона у нас будет что вам показать, и вообще основную концепцию, идею игры вы поймете. И надеюсь, вы оцените и влюбитесь в нашу игру. Потому что у меня а, есть надежда на это. В общем, а, создание идеи для данной игры меня заняло вечер 12 числа, потом еще и дорабатывал идею этой игры, ну и в общем где-то вот ушло на это 2-3 дня. Дальше давайте я вам покажу, как у меня происходит менеджмент по работе вообще проекта. Исходя от геймдизайн документа, который является нашим фундаментом и маяком, который не дает нам сбиться с пути, я составляю задачи, которые нужно выполнить. Вот для себя чисто как вот отметил, что нужно сделать, и помечаю себе, что я сделал. Также тут у меня имеется список предметов, которые должны быть в игре до 9 июня. Ну, надеюсь, успеем их добавить. Задачи, которые ставятся моей команде, это вот Арслану, Нюргуяне и Михаилу. Арслан у нас художник Яна, у нас занимается графическим дизайном, а непосредственно юзер-интерфейсом. Михаил у нас занимается звуками, эмбиентом, музыкой. Арслан у нас художник, также вот ставится задача, он все помечает себе, что сделал, что не сделал. И, собственно, давайте перейдем к игре. Но перед тем, как я вам покажу игру, я вам хочу показать, как это вообще вот выглядит разработка. Собственно, это у нас вот сцены. Каждая сцена это какая-то отдельная сущность по типу предмета, оружия, врага, там двери, какой-то там такой вот, может быть, элемент интерфейса и так далее. Короче, все это имеет отдельные сущности. Придерживаюсь архитектуры сущности. Она очень удобная. То есть она не зависит от каких-то других э, скажем, сущностей. То есть
У меня архитектура работает таким образом, что каждая сущность, она имеет свою ответственность и по ней работает. Если где-то что-то ломается, то я пойму, что это. То есть, если, например, там ломается что-то из текста или там, скажем, что-то из скрипта конкретно двери, то я просто иду по двери, там смотрю у него, что в скриптах творится, и все, понятно. Очень удобная архитектура, прекрасно вообще. Э, Пользуйтесь. Также давайте я вам сейчас быренько покажу, в каком состоянии сейчас находится у меня игра. Ага, так, сейчас. М, Ага. Так, я взял чертеж, один из самых распространенных жилых домов, и нарисовал по ней карту, уровень игры. Вот я, в общем, поднял фонарик, и при поднятии предметов появляется вот такая вот плашка с описанием предмета. То есть вот этот UI так нарисовал сам на основе работы Яны. Нарисовал пистолет Арслана и добавил ему анимацию уже я. Берем предмет. Вот, собственно, у нас ключ. Вот его тоже полностью рисовал. Потом в дальнейшем это все, скорее всего, изменится. Нарисуем получше. А может быть и нет. Ну и, собственно, это вот так вот работает. То есть тут пока, конечно, пусто, но в целом тут будут добавлены всякие разные элементы, к которым можно будет взаимодействовать, посмотреть и так далее. Все это мы добавим для того, чтобы игрок получше погрузился в мир этой игры, понял, типа, в какое-то время все происходит и так далее. А, Игрок у нас также будет изменен на человека. Пока что это вот чисто для понимания того, что мы управляем персонажем. Так вот сделал. Так, внутри вот помещения, например, вот дверь открывается вот таким вот простым образом. Мы подходим, прожимаем действие, они открываются. Но непосредственно перед особенными такими моментами, где нужно использовать какие-либо предметы, будут использоваться такие вот ставки, как First Person Perspective. Получается, например, для этой двери, вот, с кровавой ручкой, которую вот сам я тоже вот рисовал, мы применяем ключ, да, и она вот откроется. Оп. Так. Вот. У нас руками меняется на руку с ключом, непосредственно у замка, и мы ее откроем. Но перед этим я вам хочу показать таким вот момент, что непосредственно кроме открытия двери, таким вот образом, мы можем постучать по двери. Гулкий стук разносится по зданию. Теперь, если вдруг окажется так, что за дверью есть монстр, то есть вот до этого, может быть, мы что-то слышали и так далее. И теперь мы точно знаем, что он у двери, и он подошел. Берем пистолет, и мы можем прострелить дверь. Вот, пуля попала в цель, слышен болезненный визг. И после таких вот действий мы можем безопасно убить врага, который находится за дверью. Теперь мы можем открыть дверь. О, и вот он напал на нас. То есть, пока это очень ранний билд, я вам показываю лишь то, как игра примерно должна работать. И дальше вот у нас идет боевая часть игры, где мы сражаемся с врагом. При выборе атаковать появляется список вариантов того, как мы можем это сделать.
То есть мы можем ударить по ногам, по торсу, по голове там с помощью кулака, либо рукоятки пистолета. И вот, например, мы бьем по голове. Вот, голова отлетела. Собственно, вот эту собаку я очень быстро нарисовал в Corel сам. Заглушечная, понятное дело, штука, чтобы посмотреть, как работает боевая система с частями тела. И вот. Это все будет улучшаться, понятное дело. Но пока вот так вот. Думаю, надеюсь, к 9 числу мы вам сможем показать что-то, что вас удивит, и в дальнейшем работа по игре не прекратится. Надеюсь, все понимают, что за месяц игру мы не закончим, как понятное дело. Мы лишь сделаем вертикальный срез игры, по которому вы сможете понять идею, что вообще будет из себя представлять игра, и то, если мы успеем это все вот сделать. Но в целом хотелось бы до вас донести, что это будет интересный, уникальный игровой опыт в интересной локации, знакомой вам. И надеюсь, вы будете с нами на протяжении всей пути разработки, и вы в конечном счете сможете поиграть в нашу игру в недалеком будущем. Все. Да. Спасибо. Надеюсь, что вы оцените нашу игру по достоинству. И с вами был Джулстан, также известный как Нолан. Давайте. Пока. До встречи.